Так. Hoş geldiniz, hürmetli тыңдаушылар. Бүгін біз башлайбыз біздің баяғы хамис күн болған берешігізне. Бүгін біздің қонағымызны сіздің бұлан таныш етейім. Ең башлап айтайым біздің форматны білмегенліге bir saatın içinde biz lakırete biz qonağımız bulan. Ondan soň siz özüňiz bolasız, sizin sorawlaryňyzy bermegi. Süýgen sorawlaryňyzy gol göterip sorawlaryňyzy bermegi. Iň başlap biz orusça etebіз gitçirek prezentasiýany, soň gurçça ýa-da orusça lakır etebіз bu berilişdi. Sizde bolasız, özüňiz ne tilde de söyleseňizde ihtiýaryňyz bar. İngiliz tilde bolsun, ispan tilde bolsun, men tarjuma etip de bolamam onu. Problem ýok. Male men olaysa gitçirek prezentasiýany başlaýym. Bizim kodağımız Эльмурза Русланович Исаев. Эльмурза окончил в 2009 году Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, а также в 2017 году окончил медресе в поселке Кехулай. С 2016 года Эльмурза Русланович работал заместителем имама в мечети Ихляс в Махачкале, а в 2021 году он был назначен имамом мечети имени сподвижников пророка Абу Бакра, Умара, Усмана и Али, что находится в Махачкале. Это мечеть имени 4 сподвижников. Помимо работы на духовном поприще, наш гость работает специалистом по охране труда в аптечном управлении при Минздраве Республики Дагестан, а также является специалистом по маркировке лекарственных препаратов. Кстати говоря, я немного знаком с этим направлением. Вот этот знак, как там, Росзнак или Госзнак. В общем, честный знак. Да, как раз это направление, которое в свое время было разработано при Минпромторге России, где я работал в определенный период своей жизни. Bizim қонақ болам, бүгін мен сүйемен лақыр етмеге болып тұраған дүниядағы хал болан. Ишетіпті артымна көресіз дүнияны картасы да бар. Салынып, дүния біздің дүниябыз ұлы. И мен ойлашамам, бұл дүнияда түрлі zamanları da bola. Bir zamanlarında bola oşu, көтерілу bola ekonomik yaktan. Bir zamanlarda olay üstünlükler bolmay, paşman zamanlarda paşman günleri de bola. Bu men oylaşan köydeki neçikte karamat yemektir ya da bu tabiatını bir yanıdır dep, halıdır dep oylaşaman. Siz de özünüz bilesizdir, biz musulmanlarбыз карайбыз дүния нечик яратылган, Аллаху Таала шулай бизге көрсөтө şu дүнияны, şu табиятны көрсөтө. Шулай дүния бар экенин. Амма билебиз геополитика яктана болаган затланы хал көрүп турабыз, халланы болаган халланы. Карайман өзүмне түрлүү каналга карайман, Телеграмна болсун я да интернетте болсун, түрлүү сайтларда карайман. Көп затын окуйман. Бұлай яман информация келе деп ойлашамын өзім. Маға зарал етеген. Менне өзімне о саялы біраз пашман болып, бір затта сүйнемен етмеге деп ойларымны келе. О саялы меннен ғайры дағды бар адамлар қарайман мен. Бір затта сүймебіз етмеге, бір депрессия күйдеге қалларыбыз бола деп оларда ойлаша. Менне бұлай ойлаштым. Шулай болып тұрған халда біз қарама тарықпыз. Яңыз bu dünyadan gayrı bizim ruhlandırgan zatlar var mı ki bizim dinimizde ya da neçik biz özümüz bu olup turgan halda özümüzni ruhlandırmağa tarafız, nizatı qaramağa tarafız. Siz Elmurza ağay, siz özünüz neçik öyle yaşasız? Haligi zamanla adam neçik özünü yaşamı kurmağa tarafı? Болып тұрған ишлеге қарамаға тарық му, тарықты бөлімі, өзіні ақылүсіне қарамаға тарық му, я да өзінің мұратларына салып, бітмеге тарық му, я да нечік шу болып тұрған информационный потокны içinde
адам жашап болот. Нечке ойлошосуз? Мен комукчада сөйлеп билем иншалла. Тек бираз орусча сөйлесем жакшы көрөм иншалла. Ихтиярыңыз бар. Русским языком, я думаю, я лучше смогу донести свою мысль тоже, иншалла. В первую очередь, конечно, я хотел бы вас поблагодарить, вас, организаторов, за то, что вы как бы предпочли, позвали меня. Для меня это очень большая честь, альхамдулилля. Конечно, хочу поздороваться со всеми участниками и с вами тоже исламским приветствием и сказать ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллахи Я ва баракату. очень как бы обрадовался, когда мне предложили эту беседу на очень актуальную тему сегодня, беседу на ту тему, о которой говорят все, не только в России, а говорят во всем мире об этой ситуации. Люди на самом деле, некоторые люди растерялись, не знают, что делать, но Аллах Субханаху ва Тааля дал нам инструменты, которыми мы должны пользоваться в таких ситуациях. Конечно, это наша религия, это наши праведные предшественники, это история. Поэтому мы знаем, для чего мы созданы. То есть каждый мусульманин, он должен сначала понять для себя и уяснить, да, для чего он на этом дуне, какая цель его в этом дуне. Человек немножко должен изучать эту религию, чтобы понимать. И когда он начнет изучать эту религию, изучать историю, и он увидит, что намного больше потрясений было у народов, которые были до нас. Как они это все переживали? Конечно, самое первое, то, что помогало им переживать всякие как бы невзгоды и потрясения, конечно, это их вера, это их упование на Аллаха. И сам Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, ва ла наблюваннакум бишайин минал хауфи валь джу'i ва наксин минал амвали валь анфуси ва самарат ва башширис сабирин». Аллах в Коране говорит: мы непременно испытаем каждого из вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, близких людей, плодов. И в конце Аллах Субхану ва Тааля говорит: обрадуй же терпеливых. То есть проявлять красивое терпение в этих ситуациях – это то, что может как бы успокоить человека, да? И Аллах Субхану ва Тааля, указывая на это, в Коране говорит: «Ва аля Аллахи фатаваккалю ин кунтум му'минин». Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими мусульманами, да? И верующий человек, который знает, что ничего с ним не происходит, кроме того, что Аллах ему предписал. И когда с ним случаются какие-то потрясения, он ни в коем случае не должен впадать в депрессию. У него не должны опускаться руки. Почему? Потому что он уповает на Аллаха и знает, что Аллах не оставит его. И на самом деле вот эта ситуация, которая сегодня есть, если люди правильно к ней не подойдут, конечно, сначала был ковид, это тоже как бы оставило свой отпечаток вот в этой ситуации. Теперь вот эта ситуация во всем мире, и как мы знаем, что большинство болезней людей это на нервной почве, от депрессии, от переживаний, от тревоги. И человеку, конечно, чтобы перебороть, то есть чтобы пройти этот рубеж, нужно возвращаться к Аллаху. Обязательно нужно возвращаться к Аллаху. Мое мнение, что... Biz özümüz ойлашсак, siz айттыгыз, алда болгон масаланы эскердиңиз, айттыгыз, алда болгон затлар да бар эди деп. Булай яман зарал болаган адамга, мусулманга зарал болаган затларны. Шоланы бир масалаларын келтирип боламысыз, примерлерини келтирип боламысыз тарихтан? Давайте мы так сделаем. Мы не будем, наверное, далеко куда-то заглядывать, да? Например, мы возьмем то, что коснулось непременно нас, то есть вот наших бабушек, да. Я думаю, что у меня была взрослая бабушка, рахимахуллах, она упокоилась довольно-таки в возрасте уже, и часто я любил с ней как бы сидеть, мы часто с ней после утреннего намаза сидели, завтракали. На самом деле это такая была одна из таких важных женщин в моей жизни, я так скажу, от которой я получил очень большую пользу. Это был тот человек, который получил вот эту закалку.
И вот она рассказывала, вот во времена Великой Отечественной войны, она еще была ребенком. И моя бабушка, она собирала хлеб. На всей улице знали, что вот хлеб, который остается, как бы, да, что Ханипат, она собирает этот хлеб. Люди приносили буханками, просто буханками приносили хлеб, который у них остался несъеденным и так далее. И бабушка всегда мне говорила, смотря на этот хлеб, она мне говорила: Эльмурза, şu adamlar aç zamanını görmesin, говорила она. Зат көрсе de şu adamlar, tek aç zamanını görmesin, biz görgemiz aç zamanını dedi. То есть и она рассказывала, как она со своим старшим братом, она еще будучи маленьким ребенком, он сажал ее, они в Андреауле жили, он сажал ее на санку зимой. Они собирали дрова в лесу. То есть еды не было. Люди не знали, что такое мука даже. Вот. Почему она это говорила? Потому что люди бросали, и сейчас люди бросают буханками у людей. Исраф еды, то есть это просто как бы невозможно описать словами. И она рассказывала, что они собирали эти дрова, она садилась на санку, и вот этот старший брат ее, покойный тоже, рахимахуллах, они ездили в Хасаюрт, сдавали эти дрова и что-то там из еды, там какие-то копейки себе там что-то получить как бы. Приходили домой, и она говорила, что с огорода собирали всякие травы, варили их, вот это мичари называется, с кукурузной муки делали хлеб, да. Вот рядом мы были здесь. Это не надо сейчас, например, там совсем далеко идти, да, как бы. Они же пережили это время. Они же пережили это время. Альхамдулилля, и я считаю, что даже эта ситуация, через которую они прошли, она возвращала их к Аллаху, и они ценили. Сегодня у нас есть все, и сейчас чуть-чуть какое-то потрясение стало, мы не хотим выходить из зоны комфорта, люди начинают попадать в какие-то депрессии, паники, что у них может не хватить там на продукты и так далее. То есть человек не должен так думать. Если человек думает, что от того, что он что-то делает, и Аллах ему дает, то человек заблуждается. И как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе говорит, что риск человека никогда не пройдет мимо человека, подобно тому, даже если он, говорит, будет убегать от этого риска. Вот как человек не может от смерти убежать, он же не убежит от своей смерти, она, где бы она ни была, она его настигнет. И пророк сам очень хороший этот приводит, аналогию такую. Он говорит, что человек также от своего риска никуда не убежит. Он, где бы он ни был, он его настигнет. Поэтому у нас есть взрослые, которые увидели это. Пусть, конечно, я не думаю, что у нас будут такие проблемы с голодом. Я убежден, что этого не будет, иншаллах. Да, чуть-чуть надо перетерпеть, иншаллах. И я думаю, что все наладится. Мы уже это практически проходили в 2014 году. Может быть, сейчас чуть-чуть побольше как бы ограничений. Но ни в коем случае мусульмане не должны отчаиваться. И человек, мусульманин, который в таких ситуациях впадает в депрессию, это первый звонок для него, что его вера очень слабая, что ему нужно работать над этим, над его верой, иншаллах. Абу иман деген затны ескересіз халисіз. Бұл адам қатыртмаға сүйемса, сіз боламысыз өзіңіз айтмаға, şu депрессия дейсіз, айтасыз, адам былай пашман болса, депрессияға түше, иманы аз болғанса, Да. Şunu siz anlatıp olamısınız, nechik biraz özün terbetmeye bola, canın özün javının terbetmeye bola adam, ölendirtmeye zatın imanın. Самый действенный метод, который я говорю не так, просто услышав от кого-то, а самый действенный метод, который как бы я практикую на себе. Это утренние и вечерние аскары. Зикро хумак. Bizimkiler айтамын кейде зикро хумак. Али алда біздің ұлылар болады, зухалларынан отырып зикролар оқиды, да? Али biraz biz қайта тұрамыз шоғар, иншалла. Молодежь biraz қойған еді оны. Али потихоньку біз шоғар қайта тұрамыз. Ертең, ақшам. Али адам ертең намазға уяна, ертең намазға тұра. Şu ертеңгі уақытты, şu gün шыққанша, самый yaxshi vaqti şu zamanla adam oturup alıp şu zuhanını da zikr etse. Zikr etip ardından dua etse. Şu zaman adam işe baracak zaman tugul. Şu zaman adam televizyona karacak zaman tugul. Şu zaman самый спокойный zaman. Adamını bir zatta atlikat etmeyen zaman. Şu zaman adam oturup
эртең намазында кылып, эркек кишимсе барсын мажитке, мажитте кылсын эртең намазын. Эртең намаздан кайтып, яда сүйсө мажитте турсун күн батканча. Шо заман олтуруп, зикрларды окуп, Аллахка дуа этип, шо заман адам şu mecitten çıksın ya da үйүнө тиштайпа бармаса, эртең күн батканча юкламай зикр окуса, я 100% гарантию, что этому человеку будет приходить спокойствие на сердце. Потому что человек, который поминает постоянно Аллаха, и эта связь у него с Аллахом, она укрепляется, этот человек потихоньку будет чувствовать спокойствие в своем сердце. Он будет знать, что вокруг него все, что с ним происходит, происходит только по дозволению Аллаха. И Аллах сам в Коране говорит, если Аллах коснется тебя вредом, говорит Аллах, то никто, кроме него, не избавит тебя от этого. А если же он пожелает тебя одарить добром, говорит Аллах, то никто не отвратит тебя это добро. Человеку надо работать над собой. Мозг, это же, как ученые говорят, это мышца, которую надо тоже тренировать. Каждое поминание утреннее, вечернее, это после обеденного намаза до вечернего, или после вечернего до ночного. Если человек будет это практиковать, пусть считает 100 раз астагфируллах, просит прощения у Аллаха, 100 раз субханаллахи ва бихамдихи. Пусть это в интернете есть, какие аскары можно читать. Вот это самый действенный метод сегодня для того, чтобы человек потихоньку выходил с этой депрессии и с этих нервозных состояний. Так как депрессия это первый, это первая вещь, причина всех болезней. Поэтому вот мой такой действенный метод. Бұлай зат бар, Эльмирза. Аллаху Таала бізге береші сынаулай бізден, Аллаху Таала дұрчу. Бұлай қиыныклар білан сынаулай бізден. Шо біз шо сынауланы өтсек, қорқынышты тайдырсақ, жаныбыздан тайдырсақ, шо заттан сабап бола ма адамға? Конечно, biz Kur'an ayetini geltirdikçe vabashiri sabirin. Adam sabır etse, nizat bolsa da onu yaşavunna. Kırıyınnağı самый близкий adamı geçinip kala, bilmemen uyuyalla kala adamını, barda malı zatı geti kala. Şu adam şu yerde sabır etse, Allah için sabır etse, nagradası begullu Allah'ın gırıyına. Eğer olsa adam özünü yessisine kayta. Ya Allah sen beni yessimsen, sen bana bergensen şunu. Sen benden şunu algansan. Şolay aytağan adamlarını bek maktay Allah-u Teala Kur'an'na. O sayalı bizim dağı bir zatımız da yok. Hali bu Müslüman tugul adamdan alsak biz misal için. Onlar psikologlara yürüyor, psikoterapevtliğe yürüyor, antidepresanlar içe. Negate olar olanı. Negate olanı yüreğine Allah diyen zat yok. То есть им некуда возвращаться. И они вот этими таблетками, пилюлями себя пытаются успокоить. А верующий мусульманин, му'мин, который знает, что все в его жизни происходит только то, что ему предписано Аллахом, его сердце должно успокаиваться. Если его сердце не успокаивается, я опять повторяю, что это и для него такой звоночек, что ему нужно работать над собой. Если он будет проявлять красивое терпение, терпение всегда вознаграждается. Альхамдулилля. Терпение всегда вознаграждается. Biz görüp turabız, hali şu siz ayttınız eskerdiniz, psikologlara bara, ya da bir zatlara bara, bir yoga olsun, bir zatlar praktikalar ete, mantralar, meditatsiyalar ete böyle görüp turabız. Olana bulay tamırlarına karasak, barda etegen zatlarına. Olar bizim namaz yemek, dualar yemek bol kalar şu bizim dinimizde de var şu zatlar. Olar barısta şu psikologiyani da ala bulay karasak tamırlarına Peygamberimiz öğretken sallallahu aleyhi ve sellem öğretken zatlarını olar bulay svetskiy kaydada salıp öğrete adamı ayta. Şulay etseniz ya da zatını gözünün ağına toktap günüm yaxşı olacak dep bulay toktapız. Kolegizde, izayğızda, özünüzün geçikte auto treningde oruşça etigizde. Bizim olsa 5 kere günün ucağına ruhlandırma bolabız özümüzün. Dualar da etip, zikirler siz aytağın köyde
этип болобуз. Ама бирөөлөр кыйын болот, намаз этсе де кыйын болот ушулай. Hali men akçanı neçik tas etecekman ya da işimni tas etecekman dep korkup beri adam silkine ya da birovlar öyle bu koronavirüsünü gördüğümüz özümüz köp öldü kardeşler, tanışlar köp oldu. Elde bolup turan işleri köp ölümler olacak dep oýaşama barda dep bilebis. Şu lap kıyın momentde biz neçik bolabız tanışlarga, kardeşlarga, kurdaşlarga kömek etip özübüz şu momentde şulay bolgan yamaglany görüp turaganda biz özübüz neçik kömek etip bolabız, ruhlandырмага neçik bolabız кардаш курдашларны. Я думаю, что мен ойлошаган күйде хасокта биздин заманна, али заманна адамланы бири-бири менен татуулугу, issилиги жок. Неге түгүлсө, бири-бири менен общениясы жок. Люди перестали с друг другом общаться. Вот сегодня, вот вчера у меня были в гостях двоюродный брат, двоюродные сестры приезжали, которые давно у меня в гостях не были. Вот мы посидели полчаса, 40 минут, 50, час, чай попили, пообщались. На самом деле, я был с работы уставший, как бы устал, пришел домой. Сначала еще, когда ехал домой, я знал, что они приедут. Я думал, ох, если бы сейчас не было бы их, я бы там отдохнул бы и так далее. Но когда мы посидели, пообщались, как бы говорят, посмеялись, обменялись информацией, как бы, да, позитивной, друг друга настраивали, как бы, хорошо, как бы, один другому говорит, все будет хорошо, не надо об этом думать, наш риск от них не зависит. То есть я просто почувствовал, даже когда они ушли, как будто бы с моих плеч груз спал, да. Я думаю, что мы должны возвращаться. Опять-таки же, это пример наших взрослых, да, когда у них было всегда живое общение. Сегодня мы сидим в этих телефонах целый день, живого общения нету. Все как эгоисты стали. В этих телефонах один негатив. Все плохо, плохо, плохо. А ты зайдешь к своему соседу, полчаса с ним час чай попьешь, посидишь, пообщайся, у тебя все в голове откроется. Ты поймешь, что оказывается, вот твой телефон, оказывается, еще есть дальше пространство, которое ты просто сам от себя отгородил и стал таким депрессивным эгоистом. Поэтому я считаю, что мы сегодня должны общаться, поддерживать родственные связи, ходить к родственникам. Почему ислам побуждает, и один из больших грехов в исламе это разрывание родственных уз. Почему ислам говорит, кто будет поддерживать родственные связи, такая-то награда и так далее. Почему? Потому что вот в этом сила мусульман, сила человека. Приходит родственник, это взаимопомощь, это помощь друг другу. Это когда ты знаешь, что рядом с тобой есть человек, который в любое время как бы готов прийти тебе на помощь, да? На самом деле ты же успокаиваешься. Тебе легче, когда ты знаешь, там у тебя, например, есть 8 братьев, и они всегда приходят и тебе говорят, Азамат, что нужно тебе там, к примеру, да, там, если тебе деньги нужны, там, вот, деньги есть, если тебе там машина нужна, давай, не тарыхсага, не комегетей. Этот человек автоматически успокаивается. Почему? Потому что он видит поддержку. Поэтому сегодня мы должны общаться с друг другом, поддерживать родственные связи. Живого общения не хватает. Өзүбүз биз булай благотворительностьны эскертигиз biraz. Onu etsek, biz koşulsak, ortakçılık etsek, adamlarga kol uzatsak, kömek etemsek, özübüz biz rahat bolabız o zattan. Ну, конечно, человек, это же человека сподвигает, как бы, когда человек добро делает, он же больше заряжается от человека, кто получил это. Поэтому я говорю так, да, я говорю, что мир, этот мир спасут добрые люди, иншаллах. Этот мир держится на таких людях. И когда ты постоянно, одна мысль в том, что ты что-то делаешь, и что ты, может быть, окажешься среди этих людей, альхамдулилля, она же заставляет улыбаться людей. То есть мы, на самом деле человек, когда кому-то даже помогает, он же получает некое удовлетворение, да, как бы, что Аллах посредством тебя оказал там помощь какому-то человеку, да, вот ты полезный в этом обществе, ты нужный, это же тебя укрепляет тоже. Поэтому поддерживание родственных связей, это очень, в исламе она на таком, как бы,
высоком месте. Это одно из благородных видов поклонения не просто так. Аллах не просто так поставил его так на высоте. Почему? Потому что с какой стороны, Азамат, ты туда не зайдешь, в это дело, ты везде найдешь только плюсы. Ты везде найдешь только плюсы. У грузин есть такой писатель, поэт, который в XI веке написал произведение «Витязь в тигровой шкуре». Шота Руставели его имя, довольно Да, известное, слышал. если Да, школьную слышал. программу знаем. И у него есть стихи есть, вот это произведение, и в этом произведении, в переводе Заболоцкого, есть такие слова, что оставил, то пропало, что ты отдал, то твое. И в Вот. этом контексте очень мудро, мне кажется, это звучит, да, Эльмурза? Вот как вы это понимаете? Это, вот эти слова, которые он сказал, эти слова взяты с религии ислам. Пророк сам говорит, что сын Адама всегда говорит, мали, мали, мое имущество, всегда печется, говорит, за это. Ну что ему принадлежит, говорит, с это имущество, кроме того, что он съел, говорит, это пропало. Либо то, что он одел, она износилась, тоже пропало. Либо то, что он потратил, да, на садака, кому-то помог, и это осталось для него. Шотар Руставели просто скопировал слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, просто перефразировал их, как говорится. Поэтому все дороги ведут в ислам. Альхамдулилля, это большая милость, что Аллах сделал нас из мусульман. Хвала Аллаху. Эту милость человек не возьмет сам, если Аллах ее не даст. Аллах облагодетельствовал нас этим. И поэтому это очень сильный инструмент в наших руках, наша вера. Мы должны руководствоваться ей во всех сферах нашей жизни. Не только когда мы в мечеть заходим. Женщины заходят в мечеть, платок, там у нас есть платок одевают, да? То есть ислам это все вокруг нас. Это хорошее отношение к родителям, это поддержание родственных связей, это ты на работе, в коллективе, как бы вся твоя вокруг, все, что у тебя происходит, это все ислам. Когда мы поймем это, Аллах говорит, что я создал джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись мне. То есть возвращались все время к Аллаху. И пока я мысль не потерял, Азамат, когда ты сказал, что человек беспокоится, да, за свое имущество, намаз делает и так далее, я недавно слышал одну интересную историю. И она как раз, я думаю, к нашей теме. Один из шейхов, он рассказывает, это было приведено к правильному упованию на Аллаха, да, таваккаль, как мы должны делать. Арка таямак, да, Аллаха, булачи. Он говорит, что это такой известный шейх, он шел и навстречу он встретил своего знакомого. Он говорит, я заметил, он какой-то был как бы озабоченный. Я спросил, что стало у тебя какая-то проблема? И он начал ему говорить, что да, меня, говорит, как бы с работы убрали, я остался без работы. Очень хорошая была как бы у меня работа, хорошая должность, видимо, была у него. И тогда он начал у этого шейха спрашивать, шейх, вы известный человек в этой местности, не знаете ли вы кого-нибудь, кто бы за меня походатайствовал, да, как бы, и я вернулся бы на работу. И шейх говорит, я, говорит, сразу подумал, не зря Аллах его ко мне отправил сюда, как бы, да, не зря мы с ним встретились именно в этот момент. Тогда этот шейх говорит, я ему сказал, да, есть у меня, говорит, такой. Он говорит, а вы его хорошо знаете? Я ему сказал, говорит, ты тоже его хорошо знаешь, говорит, я ему сказал. Он говорит, нет, среди моих знакомых нету, говорит, такого человека, как бы. Он говорит, как, и ты знаешь его, и я знаю, говорит, его. И он говорит, шейх, а вы можете с ним поговорить, как бы, за меня? Он говорит, я могу поговорить, и ты, говорит, можешь с ним поговорить. Он, говорит, стоит в недоумении, не может понять, о ком идет речь. Тогда он говорит, это же, говорит, Аллах говорит. Ты же в любое время можешь просить Аллаха, возвращаться к Аллаху. Совершай, говорит, ночные молитвы. Утром до рассвета не спи. Аскары читай, делай дуа Аллаху. Этот человек говорит, я вернулся домой. И подумал, ну, видать, сильно хотел он вернуться, да, на свое место, на работу. И говорит, я подумал, ну-ка, буду практиковать. Я, говорит, просыпался на тахаджуд намазы, на ночные намазы. Дуа делал Аллаху, я Аллах, шу, қайтар мені шу ішке, тілейдім постоянно. И bir вақтыда bir yüreğime geldi de hani şu zaman болған şuna бармады ярай şu начальникке söylemege. Bu самый улуу начальнигине бара. Биrbirini tanımay bular. Самый улуу начальник. Он говорит, я захожу, говорит, к нему, и он меня так встречает, говорит, это вот сейчас эта история. Он говорит, так меня встречает, как будто бы, я не знаю, он говорит, меня знает все время. Он посадил, говорит, там, кофе налил. Так, говорит, со мной уважительно разговаривал, спросил цель моего визита. Я ему объяснил, сказал, что
я бы хотел восстановиться и так далее. Он, говорит, меня все выслушал и сказал, хорошо, говорит, сказал. Даже ничего, как бы этот хорошо сказал, я, иншалла, постараюсь помочь в решении твоего вопроса. И через 3 месяца, он говорит, мне позвонили и сказали, как бы, выходи на работу. И он, говорит, сказал, я, говорит, для себя подумал, тот человек, который будет опираться на свое имущество, как бы, да, в этой жизни, непременно, говорит, проиграет. Тот человек, кто будет опираться, как бы, на каких-то людей, непременно, как бы, разочаруется, говорит. А тот, кто будет опираться на Аллаха, всегда преуспеет, говорит он. Поэтому будем возвращаться к Аллаху в любой ситуации. Ни в коем случае не паниковать, никакой депрессии. Мусульманин и депрессия – это, как бы, несопоставимые вообще вещи. Поэтому тоже... Булай зат бар, Эльмурза, бой койдум. Bizim пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұлай айтқаны деп естіген мен, бұлай хадис бар деп. Ey adamlar дейді, siz borçlusunuz, gereksiz muratını yürütmeye, üçgenin айтқан şu. О люди, вы обязаны иметь цель. Вы обязаны иметь цель. Вы обязаны иметь цель. Şu bizim biz yürütеген bu hal berilişin temasına göre umut özen kurmaz деп. Biz muratın ya da qastımız barmısa, muradımız barmısa yaşaubuzda. Şu bizim qastqa göre yürümsaq, yaşaуда bir zatlar etemsaq, bulay işim var. Men şulay zatını etmeye süyemen, yaşauға çıkartmağa süyemen. Şu bolup turgan işler mağa nechikte purşau eter miken dep. O ben özüm oylaşım, özüme soruu beremen. Siz nechik oylaşıyorsunuz? Şu hadisке göre adamlara nechikte kömek bolar miken? Şu yaman oylarını taydırtmağa başını. В первую очередь в этом хадисе, из этого хадиса мы понимаем, что мусульманин – это человек, не бездельник, так скажем, это человек, у которого есть цель, он знает, куда он идет и зачем он идет. То есть образ жизни некоторых людей, у которых нет цели, они просыпаются утром, да, там, позавтракали, все как обычно, у них цели нету. Вот эти люди, они больше всего подвержены депрессивным состояниям. Даже если посмотреть, как бы, да, вот из статистики и так далее, люди, у которых нет цели, то есть они не ставят себе задачи. А мужчина, да, конкретно если мужчину взять, мужчина, он по жизни, если так взять, этот мужчина, он охотник. Вообще, если так взять, да, просто в общем, он всегда должен ставить себе цели, задачи. Если мужчина перестает в своей жизни ставить себе цели, задачи, он просто в себе как бы убивает эту мужественность и становится депрессивным. Как бы, да, поэтому у человека всегда должна быть цель. И некоторые наши братья, альхамдулилля, мне это очень нравится, у них есть такая практика. Они, например, в начале года, возьмем григорианский, да, например, там, календарь, в начале года, например, ставят себе задачи, что он хочет достичь в этом году. Цели ставит. Там, например, если он IT-специалист, к примеру, да, он там специалист по маркировке, допустим, да, он ставит себе задачу, он хочет в этом году освоить, как бы, например, администрирование 1С, там, язык программирования, выучить английский язык. Либо там он хочет 2 джуза Корана выучить, я не знаю, он хочет там в спорте чего-то добиться. То есть он написал это, то, что он написал на этой бумаге, Азамат, это уже его дуа. Это уже его дуа. Если он написал это, поставил себе эту цель, это первая его причина, чтобы Аллах ему это дал. Поэтому Пророк сам здесь побуждает нас, чтобы мы не были бездельниками, чтобы мы не были как бы толпой какой-то, чтобы у нас всегда была какая-то цель. И мы шли к этой цели. И, конечно, на пути этой цели человек становится дисциплинированным. То есть он встречается с какими-то препятствиями, он преодолевает их. Преодолевая эти препятствия, Аллах его укрепляет, его веру, там, его профессионализм и так далее. Поэтому ставить цель – это самая важная вещь. Альхамдулилля. Это очень хорошо подметил сейчас вот этот вопрос. Очень хорошая вещь. Альхамдулилля. Siz bu mecitni atı siz yürütegen, siz imamsız, mecit 4 sahabаны, ashabны mecit dep atı berilgen. Men eşitkemen bir habarını, hali bolup turgan işini eskereyik, produkta yakkan.
бағаланы якындан. Бир яман зарал заман болгонда бир асхаба ушулай продукталар баха болуп, түрдүү саудагерчилер ор этип бахасын сата болгон. Бириси саулай малын харжлап, кереванларны сатып алып, кереванлардан şu продукталны ойлоша болгон дей адамларга. Şonu айтаганым, şu кишини мен ойлошам күйдеги, içinin yüreğine imanı edi. Onlarına sağ dünyanın malı edi. Şu da bizde şöyle oylaşmağa tarih bizde oylaşama musulmanlar. Şu bolup durağan işke siz neçik oylaşasınız, ne baha vereceksiniz? Produktalar bilan bolsun ya da bahalar bilan bolsun, şu haligi Dağıstan'la bolup durağan zat ya da başka regionlarda bolan zat, Россиядан içinde. Я скажу, скорее всего, свое понимание этого вопроса. Я, как и вы, я так же, как и вы, захожу в магазины, хожу на базары и тоже, конечно, увидел, что цены поднялись. Я для себя сделал следующий вывод. Если я буду нервничать об этой ситуации, если я буду сидеть, как люди сегодня сидят и обсуждают, там, вот они негодяи подняли, там, эти так подняли. То есть я думаю, что мне это дает? Для меня никакой пользы от этого нету, кроме того, что я съедаю сам себя изнутри. Разве от того, что я буду сегодня возмущаться, сидеть целый день с утра до вечера, прочитать, что там картошка стала 60 рублей, она станет 50 рублей, ну не станет же. С другой стороны, мы должны понимать все равно, это рынок. Если я слышал, что там в какой-то магазин пришла проверка, и смотрят, у него там сахар, там сколько-то стоит. Он показывает ему накладную, почем он купил оптом у оптовика его. А что этот человек сделает, к примеру, да? Этот человек, что я бы сделал бы на его месте? Ну, наверное, то же самое сделал бы. Ну, человек купил, он же должен что-то заработать. Поэтому я считаю, что вот эти разговоры о том, что вот там эти негодяи, там эти специально поднимают. Да, конечно, есть среди них, которые специально тоже на этом как бы хотят заработать, да. Ну, я как бы склонен думать вообще о людях хорошо. Альхамдулилля. Я считаю, что они подняли, потому что им подняли. И сидеть и надумывать, почему он поднял, там, хотя я так же, как и вы, хожу в магазины, так же, как и вы, вижу эти цены, да. Надо, значит, чуть-чуть, немножко сейчас проявить терпение, где-то себя ограничить. Если кто-то за границу выезжал из наших слушателей, да, они, может, видели, что мы дагестанцы, например, те же самые турки там, которые приезжали сюда и видели наши свадьбы, что у нас на свадьбах происходит, да, с едой и так далее. И обычный рядовой мусульманин, когда свадьбу делает, у него, для них это как будто бы это какой-то олигарх, как бы, да. Давайте чуть-чуть поскромнее будем сейчас, иншаллах. Чуть-чуть где-то себя ограничим каких-то, как бы, и не будем думать о людях плохо. Зачем мы должны думать о них плохо? Я думаю, если человек уберет вот это мнение плохое о людях, то ему намного легче станет жить. Альхамдулилля. Я убежден в этом просто. Чуть-чуть потерпеть надо. Білемсіз, бұл кризис болағанна, яшауда яда дүнияда кризис болағанна, bir dalapçılıklar buzula, başkaları açıla. Да. Şunu hakkından oylaşayık. Hali imkanlık деген zat, komukça, orusça возможность. Hali açılar mı kem birovlege şu imkanlıklar? Siz neçik oylaşasınız? Конечно, любой кризис, когда бывает, на самом деле, кто даже этого не ожидал, как бы, да, он иногда, Аллах же вот так риск дает, да, человеку. Аллах начинает ему давать оттуда, откуда он этого не ждал. Допустим, вот здесь сейчас на фоне того, что там, я слышу, KFC закрылись, там, Макдональдсы закрылись, да, как бы, слышу такие разговоры. Но куда пойдет этот час? Они пойдут в наши, да, как бы, кафешки и так далее. То есть не все так плохо, да, конечно, ситуация не такая, прям сказать, да, но я считаю, что не все так плохо, альхамдулилля. Кому-то, конечно, повезет. Дағы да Құранны ешіткенмен бұлай жазылған деп, har қиынлықтың артында еңгілік бар деп. Оның түрлі мағыналары бар. Bir мағынасы қиынлық заманlardan соң еңгілік zamanlar bola.
башка мағынасы. Har qiyinlikda barmasa, qiyinlik barmasa da, şulay başını bursan, yengillikler hangisi var. Hali bu yoqqa barib, şu qiyinlik deb o'ylashaman. Shu Сайт аят Корана, где Аллах говорит: «Фаинна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра». Воистину, за каждой тягостью обязательно наступает облегчение. И этот был аят ниспослан, конечно, в то время, да, когда мусульманам было на самом деле тяжело. Если мы возвращаться будем к истории мусульман в то время, когда мусульмане покидали свои дома, оставляли свое имущество, все это делалось как бы ради религии, да, ради их религии. Они оставляли дома, свое имущество. Это мы сейчас читаем эти истории, как будто бы это какой-то художественный фильм. А ты попробуй сегодня, например, дом, который ты всю жизнь строил, всю жизнь копил, имущество, все твое, просто оставь вот так с одной сумочкой, выйди и скажи: я оставляю это все. Это же ведь нелегко. И эти люди сделали это. Как бы, да? И поэтому Аллах сказал о них: радияллаху анхум ва раду ан. Аллах, они были довольны Аллахом, и Аллах был доволен им. То есть, однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как бы облокотившись в тени Каабы, сидел. И сподвижники настолько устали, как бы, да, вот от притеснения, от давления этого, да, что они подошли к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, и сказали, что: я Расуль Аллах, как бы сделай, да, за нас дуа, чтобы Аллах как бы облегчил нам это положение. Тогда он немного возмутился и сказал, что воистину народы, которые были до вас, он говорит, хватали мужчину, закапывали его, распиливали его пилой пополам, как бы, да, вот так прям и говорит, закапывали его по пояс, распиливали его пополам, говорит, и это не заставляло его как бы отказаться от своей религии, от Аллаха, да, как бы настолько его вера была крепкая. И пророк сам начал говорить, что Аллах непременно доведет эту религию до конца, но вы торопитесь, он им сказал. То есть вы проявляете спешку, как бы, да. Поэтому не нужно торопиться. За каждой тяжестью, инша Аллах, непременно наступает облегчение. Непременно наступает облегчение. Поэтому мы должны вот это в сердце держать своем, как бы, да, вот эти слова. И как вот эти люди, о которых Азамат упомянул, которые перед зеркалом стоят и говорят, что все будет хорошо там, я там не болею, там у них есть свои, как бы, да, и на самом деле это помогает. Аллах дал нам такой зикр утром и вечером, по 7 раз говорит: хасби Аллаху ва ни'маль вакиль. Довольно мне Аллах, и Он самый лучший попечитель и покровитель. И человек, если будет осознавая, говорит: хасби Аллаху ва ни'маль вакиль, и если он уверует в это, в эти слова, если он с искренним сердцем скажет: хасби Аллаху ва ни'маль вакиль, довольно мне Аллах, и Он самый лучший попечитель, разве он будет беспокоиться за что-то? Поэтому все дороги ведут только к одному. Булай зат бармы? Biz нечикте темабызды ойлаштык. Кризис яда булай башманлык болмасын үчүн бир дуалар бармы экен биздин мусулманлар арасында? Булай болмасын, депрессиян болмасын, нечик дуалар этеген дуалар боламы? Да, одно дуа есть очень короткое. Ла иляха илля анта субханака инни кунту мина залимин. Многие знают его, в интернете можно посмотреть. Ла иляха илля анта субханака. Нет Бога, кроме как бы тебя, о Аллах, пречистый от всего, что тебе. Инни кунту мина залимин. Воистину, я был одним из тех, одним из несправедливых. Это дуа, когда человека как бы постигает какая-то печаль. И когда он будет делать такое дуа, Аллах непременно как бы уберет с его сердца эту печаль, скорбь и так далее. Просто люди сегодня, они готовы все, что угодно делать. Когда им плохо, они готовы, я не знаю, там, фильмы смотреть какие-нибудь, в телефоне сидеть. Но они не готовы как бы вот использовать эти инструменты, возвращаться к Аллаху, понимать, что все, что происходит, как бы это происходит от Аллаха. И как ты упомянул, Азамат, что молитва, да, человек намаз совершает.
Здесь же тоже нужно тренироваться, да, как бы, ихсан, да, ты должен тренировать себя, стоять в молитве так, постоянно тренировать, что хоть ты Аллаха не видишь, что Аллах тебя видит, что ты общаешься в это время с Аллахом, да, а зачастую у нас как это происходит? Во время молитвы мы думаем за все, за бизнес, за работу, кто что сказал. Во время молитвы у человека в голове появляются самые нереальные бизнес-планы и бизнес-идеи, да, как бы человек должен себя тренировать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Билялу говорил: Билял, сделай икамат, давай отдохнем. То есть станем на молитву и отдохнем от этого дуня. И человеку тоже нужно тренировать себя, чтобы вот молитва, она была некой вот такой его защитой от этого всего. Да? Когда он станет на молитву, и все, когда человек говорит Аллаху Акбар, вот это его движение, такбир, Аллаху Акбар, это то, что все он оставил за своей спиной, все это дуня. Завязал свои руки и стал молитву перед Аллахом. То есть человеку нужно работать. Человеку нужно работать над собой. Мен булай bir xabarni eshitganman, gertimi tugulmi bilmayman, ammo shulay eshitganman. Bir kishi dey shayxni birina borib ayta, men bir yerga go'ngimmen xaznamni aqcha bilan monoqlari bor edimi, oltin aqchalari, shaylari bor edi. Şonu bir yerge salgamın gömgenmen, amma taup olmay turaman, bilmem, esirip olmay turaman. O ayta oğa, sen barıp dey, uye, geçeni uzağını, sağ geçeni uzağını erten bolgunçağa oku dey, dua, namaz oku dey. Son gelirsin. O okuy turup, bir iki saattan son esini ala o. Esini gele, kayda gömgenini. Bu to'xtay, duo etmege, namozlar etmege to'xtay. So'ng dag'i kun kelganda ayta bular, va menchi esime geldi shu qayda men yashirgan edim shu xaznamni. O aytdi, sen erten bolgunchaga turdingmi dag'i duo ete turib, namoz ete turib? O aytdi, turmadim, esime tushgannoq qo'ydim deydi. Sen deydi, shu shayton seni qo'ymadi da zat to'xtatdi seni. Eshetib berdi sana shu boshingga o'yini qayda yashirgani, shu malga berilgensin, shu dunyoda malga berilgensin deb. Şöyle haber eshitdim. Olay историялар бар, просто они же как бы взяты из жизни людей, то есть это не значит, что это было, да? На самом деле из жизни людей таких хабаров много, что человек стоял в джамаат намазе, и имам 3 раката сделал, он говорит, и салам дал, он говорит, вы 3 раката сделали, он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, у меня 4 магазина, говорит, есть. Первый ракат, говорит, я первый магазин, говорит, это делал, ревизию делал в голове. Я только до 3-го дошел, до 4-го не дошел, говорит. То есть таких историй много. На самом деле, многие, наверное, из нас замечали, что в намазе у человека появляются такие идеи, как бы. У меня работа, как бы, специалист по маркировке, она сопряжена с такими процессами, как бы, где ты должен решать задачи какие-то. И бывает, ты можешь целый день, вот я сталкивался, ты можешь целый день не можешь решить эту задачу, ты заходишь, думаешь, так делаешь, не получается, так не получается. Как не смешно, иногда в этом намазе станешь, эта мысль тебя не покидает. То есть иногда в намазе приходит эта мысль. Вот такая вещь это, субханаллах. Поэтому надо бороться над собой, надо себя тренировать, чтобы молитва была твоим щитом, да? С твоей защитой, так скажем. Тогда сердце человека, иншаллах, непременно найдет успокоение, иншаллах. Машаллах, если есть у кого-то вопросы, да, можно поднять руку и задать вопрос, да, то есть будьте готовы, уже можете поднимать руку здесь в приложении. По-моему, мы здесь столько вещей сказали, по-моему, Азамат, у них вопросы тоже не остались. Мы, по-моему, все, что возможно было, сказали, машаллах. Если у них не будет вопросов, у меня будут много вопросов. Машаллах, с тобой, когда вы сказали 1,5 часа, я подумал, много. Ну, я смотрю, с тобой можно, долго можно с тобой общаться. Машаллах, баракаллах. Так что не стесняйтесь. Да. Я упомяну одну вещь, как бы, вообще в уповании на Аллаха, да, в правильном уповании на Аллаха есть такая вещь интересная.
когда Аллах за тебя решает твои вопросы. То есть есть какая-то задача, которую ты не можешь решить. Или сложная какая-то задача. Если ты правильно уповаешь на Аллаха, Аллах как бы тебе помогает эту задачу решить. И у нас есть такой пример очень хороший, который привел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе. Это достоверный хадис, это не хабар, который придумали, как бы это хадис из Бухари, где он рассказывает, что некий человек из Бану Исраиль пришел и взаймы попросил у человека деньги. Тот ему сказал: мне, говорит, нужны свидетели, что я отдал тебе деньги. Тот сказал: вакафа билляхи шаида. Он говорит: мне достаточно, как бы, Аллаха, я, говорит, беру себе свидетелем, Аллаха говорит. Он сказал: ну тогда мне нужно, кто за тебя будет ручаться. То есть, как у нас берут же поручители, когда долг берут, там, в банках, например, когда кредит берут, бывает поручители. Он сказал: вакафа билляхи вакиля. То есть он говорит: мне достаточно, говорит, я вас взял себе вакилем, то есть попечителем и поручителем Аллаха. Тогда он немного удивился и дал ему большую сумму денег. Назначили они срок. Этот сел на корабль и отплыл. Он сделал свои дела, и теперь у него есть как бы деньги на руках, чтобы вернуть своему должнику. Тут он собирается вернуться в назначенный срок и не может это сделать. Не находит корабль. В одной из версий хадисов, что он скакал на лошади, и как бы лошадь его умирает по дороге, и он не может вернуться. Тут он что делает? Деньги у него на руках есть, 1000 дирхамов, по-моему, или динаров, если не ошибаюсь. Он берет деревяшку, делает в ней такой прорезь, ставит в сосуд, ставит туда эти деньги, закрывает, ставит на воду в море и говорит Аллаху как бы: Аллах, я, говорит, взял эти деньги на тебя, уповая. На самом деле он говорит: я уповал на тебя, я взял тебя свидетелем и попечителем. Будь свидетелем, что я хотел их вернуть, но я не могу вернуться в срок. Он отправил по воде эти деньги. Теперь его должник, то есть кто ему одолжил деньги, он выходит на назначенный срок к берегу, ожидая корабль, что он придет, вернет ему деньги. Естественно, тот не приплывает. Он видит деревяшку, они собирали дрова как бы к себе домой. Он думает: вот хорошая деревяшка, забирает его домой. Когда начинает рубить его, смотрит, там как бы какая-то кипа, что-то внутри есть. Он вытаскивает, смотрит, там деньги. То есть он не знает, это его или кого, там деньги. И записка, то есть для него. Теперь тот человек, который взял деньги, он уже приезжает и еще раз дает ему деньги. И говорит: я, как бы, Аллах свидетель, я не мог вернуться в срок. Вот твои деньги, как бы, я тебе сейчас их возвращаю. Он говорит ему: не отправлял ли ты мне что-нибудь? Он не говорит ему, что отправлял. Он говорит: я же тебе сказал, говорит, я не мог вернуться в срок. Вот я сейчас пришел, на, возьми. Он говорит: нет, ты, говорит, взял для себя свидетелем, попечителем, говорит, своего Господа Аллаха. Аллах мне вернул, как бы, твои деньги. Поэтому вот это таваккуль, да, правильное упование на Аллаха, она на самом деле очень, как бы, такие удивительные вещи может делать в жизни человека. Поэтому человек должен себя тренировать. Особенно актуально в наше время. Особенно актуально в наше время, вот сегодня, вот в связи с этими ситуациями. Там кто-то руку поднимал, по-моему. Да, Эльмурза, вот Саида Атаевна, которая живет у нас в Германии, она постоянно нас слушает и нам помогает вести наш Инстаграм-аккаунт. Пожалуйста, задать ваш вопрос. Включите микрофон. Keç yaxşı olsun barağıza da. Yaxşı geçeli olay. Men hali tınlap alu nasihatlar berdigiz. Men ayma söyön zattım. Her cuma gün ergişiler bar da cuma meclisege barıp oltura nasihatlaga tınlay, hili zatlardan anlağı bola. Hali bugünlerde biz bilegen köyle hililer mağduriyetliğin söylemeye hililer getken katın işler yalnız öyle. Erleri hililerini Dağıstan'dan dağıdı. Şu katın işleri bolan bir sama kömek. Mecin yağından menesin gelen köyle şu katın işler yazıktır da besime gelir. Şulanın kömek etmeye şolağa, söylemeye şolağa bir saatler açmağa bilmeyeyim.
мен esime gelen köýde şu batyn işlerde ýazgypda esime gelene getgül şulaga bardyqdan bugun kıyın. Produktaga da barsatga da bolajak amal. Tek bugun şu batyn işleri ýazyk. Men öz Instagram stranitsam bar ve onu yürütemen. Maga yazılgan kızlar var. Birbirleri de maga içine yazagan kuyu bolan men tыңlayma olaga просто men özüm birbirleri de optimistiski adamım her zaman da arı yaxşı qarayman darda yağından kömege bolmaga bolagan kömegim etmesiyemen men esime gelen köye şu halkka şu atın işlege biraz kömek tarıktır da esime gele Patyoshka barda yerde kırlarda şolay zamana atın işlege ayrıca bir saatlar etip kömegete şolakman söyley ne bileyim men 2-3 yaşında olan uyda kalgan yalnız atın işler şolaga kıyın bugün barda halktan şolağa neçik etip olamsa da yurtlarda meclisleri var. Şolar kömek etse de bir organiz şolay zatına bir onlarma tarık şu adamlara. Barda halktan bugün şolağa kıyın. Köp sağ olunuz. Saida, siz de sağ olunuz. Sizge de Allah razı olsun. Siz şulay bu surmadan amlağa переживать etegenizge. Elhamdülillah sizin yüreğinize Allah salgan şu rahmunu адамға нечке айтайын, Allah когда дает человеку, да, эту милость, милосердие сердца, это очень большое благо от Аллаха на самом деле. Конечно, мы тоже переживаем об этой ситуации, хоть стараемся как бы держаться, да, стараемся. Иногда я даже думаю, что мы настолько как бы стараемся не вникать в это и делаем вид, как будто бы мы ничего не замечаем, да. Так тоже, я думаю, неправильно. Вы правильно заметили, ару айттыңыз, шону бу сурмал эркек кишилер келе жумага насихатлага тыңлай. Биз түзүн айтса ойлашмаган эдик, шо вопросну нечкетейик. Али биздин мажитте Ибраим ажи бар, мына тыңлап тура биздин, Алла разы болсун огар. Шо Ибраим ажи шогар башына чыгып шону фонд ачкан эдик, шуна мажитте бизде Перу Махачкалда Ихлас деп. Neçe yıl bola уже biz şonu yürütegeniz Allah'a şükür ulu işte etilingen şu fonda. İnşallah biz şonu absurdat etip Allah buyursa. Siz aytkan kuyda inşallah şonu oylaşıp şolanı goğun açagan kuyda ne etip olabız biz şogar. Bayağı produktalar onu bunu alparı bolabız tek siz aytagan kuyda produktalardan hayda yoktur olan hali. Bir oylaşarız inşallah. Может быть bir kiçileke nasihatlar etip bolaş bir yüreğin adamını biraz yüreğin biraz açagan zatlarını söylep şolaga Allah razı olsun sizge onu bizge siz aktarganıgız inşallah biz bizim yaktan bolan zatını etme kararız inşallah. Allah da kömek etsin olaga şu getken erkek kişilerde üyüne sağ salamat kaytsın şu davda bitsin inşallah. Biz de şogar umut etebiz inşallah. Davda bitsin. Bir yerde de şu dav olmasın. Bir oda ölmesin. Bir katın kişilerde, yaşlarda, ulularda bir oda zaral olmasın inşallah. Bir şogar dua da etebiz. İnşallah bek Allah'a umut etebiz şu tez arada bitecek şu kalmağır deyip inşallah. Allah razı olsun sizge sayda. Barakalla Elmurza, dagы da sorular barmasa qol ko'tarib berigiz. Durus sayda bek bulay zlobodnevniy oruscha aytganlay temani ko'tarib hali bo'lib turgan ishni бар, unna bu askerlikde işleyen nechikde şulay bol qaldı, yaşaubuzda şolay zulmudan saqlasin Allahu Teala bizim baribizning zulmdan. Masal üçün birevler ayta bir zatını bulay etigiz deyik, başkaları bulay deyik. İn başlanan şu işte erişiu. Şolay erişiuler bolması üçün ne etmeye tarık adam, insan, busurman adam yaşaumna in başlap болмасын üçün. Наверное, сегодня основная проблема, наверное, это за то, что люди целый день сидят в соцсетях, и целый день им приходит поток этой негативной информации. Вот на самом деле, если посмотреть человека, сегодняшнего человека, да, дагестанца, я не знаю вообще, то он очень сильно зависим от информации. То есть мы настолько привыкли, что мы постоянно должны получать информацию. Люди с телефонами ходят даже
в отхожие места, да, сегодня. Почему? Потому что они настолько, как наркоманы, привыкли, что они все время должны получать информацию, что там произошло, что здесь произошло, сколько людей там умерло, кто в аварию попал, кто что. То есть вот это все вызывает, как бы, да, потом отдельная категория людей, которые целый день сидят в комментариях, ругаются, да. Какая разница, человек, что в комментариях ругается или с кем-то вот так вышел на улицу ругается? Мы же не ходим без конца со всеми на улицу, не ругаемся, да? Как сегодня люди взяли себе в работу сидеть и в комментариях со всеми ругаться, так сказать. Вот основная причина, я думаю, сегодня, как ты сможешь немножко смягчиться, это если ты отгородишься от вот этой информации. Очень много недостоверной информации, очень много просто, так скажем, информационного мусора, и человеческий мозг просто не может все это переварить. Поэтому в ситуациях, когда два человека конфликтуют, да, и ни в коем случае не нужно подливать масло в огонь. Ни в коем случае не нужно подливать. Это как бы всегда было известно, да, это. И всегда люди, которые подливают масло в огонь, они всегда как бы порицались. Мое мнение, если надо стараться максимально как бы масляха сделать, чтобы вот этот конфликт, я не говорю конфликт там, а который между людьми даже, да, чтобы он прекратился. Если с этой стороны эти будут разговаривать, с этой стороны эти будут разговаривать, она никогда не закончится. Поэтому надо смягчать как бы свои сердца таким образом. Абулай Затпар, Эльмурза Авай, сиз өзіңіз нечік ойлашасыз? Адамлар баянлықланы, это комментарийлерді баянлықланы яза интернет. Bir-birine yazar, sövüşe. Şolar yazarını, onu buhtan деген zat, gıйбат деген zat Arapça var. Adamlara yaman söylemeye, da zaral zatlarını aytmağa, şolay zatlar bolar dep oylaşaman, o da günah dep oylaşaman. Ular yazsa, o zatını көп adamlar okup bola, o oylanı alıp bola, hal bu saat bolup turağan zat, дау, информационный дау деген бар. Да, Әлі. да. Ода технология говори етілінеген зат. Оны етмеге bir адамлар бар, етеген башқа адамлар да бар. Bir бұлан ябыша, bir затланы ебере, яма затланы ебере. Маға масал үшін маға да еберген, SMS бұлан Чехиядан bir SMS-ні еберген. Чехиядан, қайдан? Чехиядан еберген. Şulay falan zatlar bola, şulay falan tüstügü, şulay tüz dep bir zatlarını gösterdi. Şulay yerge barıp okuğuz bir zatlarını. Şoda o dünya getkenine olay etigen zatlarını adamlar yazagan buhtanlarını, gıbatlarını yazagan adamlar, şolanı halı ne çıktır? Положениясы ne çıktır? Bizning payg'ambarning hadisi var. Atadruna man al-muflis degan payg'ambar sahobalarga burilib, siz bilemsiz bankrot kim ekanini deb. Bankrot. Ular da başlagan söylemege bankrot şulay malı taselgen, как бы, да, они понимали это. Слышно же, да, меня? Они понимали это как имущественный вопрос. Тогда он сказал, нет, говорит, человек банкрот это тот, кто придет в судный день, то есть, да, предстанет перед Аллахом, совершающий намаз, выплачивающий закат, постящимся и так далее. Перечисляет, да, что он совершал много благих дел. Но наряду с этим, говорит, он за кого-то спиной, кого-то обсуждал, кого-то ругал, кого-то материл там, так скажем, да. И каждый из них будет приходить, как бы, и забирать его благие дела. А когда у этого человека благие дела закончатся, он будет ему свои, как бы, ставить грехи, да. И таким образом он описывает состояние банкротства этого человека. Конечно, для вот таких людей, да, это очень большое напоминание, так скажем, большое предостережение, так скажем, что особенно что касается соцсетей. Люди записывают видео так легко и отправляют, не понимая, что это видео может 100, 200, 300 лет она будет и распространяться, да. Или какие-то комментарии пишут, обсуждают что-то, не зная, за кого-то что-то говорят. Они должны бояться оказаться в числе, как бы, банкротов. И
когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упоминает за покаяние, то есть за таубу, да, мы же часто после намаза, как бы, да, каемся перед Аллахом, говорим Аллах гечкой и так далее. Но одно из условий таубу, если этот грех связан с человеком, да, либо ты имущество его забрал, либо честь его как бы задел, либо гиба делал за него, бухтан делал, потому что Аллах тебе не прощает это, пока ты не попросишь прощения у этого человека. Поэтому здесь, и на самом деле Аллах же он очень справедливый, да, у нас нет в этом сомнений. Мы видим, что в этом очень большая справедливость. Очень большая справедливость. Ескерсек, былай адам, бұл халы нечіктер былай адамның масаласын келтірейін. Bir yerге барып, bir zatını eşitip, бара башқа yerге, башқа адамларға айтып, шулай палан зат болған. Башқа yerге барып, я олар бұлай айтқан болған, шонда айтайым, бұлаға барып айта болған. Шоны bir положениясы бар. Шон мен башқалығын көрмегімен, хәл бұл дүнияда болып тұрған ішіне, мен қараймын, ештеңе бір яқтан біреулер бір затını айта, болып тұрған халны, и біреулер алып репост еті, яда ташлай, WhatsApp-ға ташлай, шылық, көремсің, бұлай зат болған деп. Оннан в этом есть разница и вопрос, какое положение у этих людей. Между вот этим действием, когда кто-то просто пересказывает что-то где-то. Это то же самое. Пророк сам сказал, что достаточно лжи человеку, когда он рассказывает все, что он слышал. То есть это зульм, это то же самое, это разницы нету. Если тебе кто-то сказал, что Эль-Мурза, там, я не знаю, что-то сделал, и ты прошел дальше, передаешь это, никакой разницы нету. Ты также будешь наряду с ними отвечать за это. И сегодня это очень распространено. Люди просто распространяют все, как говорится, все подряд. Очень сильно распространено это. Ильяс я напоминаю, можно задавать вопросы. У нас вот сейчас как раз часть, когда можно, в принципе, поднять руку, задать вопросы, либо в форме в нашем чате, в нашей группе, там под последним постом, если стесняетесь, либо не хотите задавать вслух, можно написать, я озвучу за вас. Вот. Пока люди решаются поднять руку, да, вот как вот какие-нибудь вы можете там 2-3 совета дать вот людям, которые пребывают сейчас в таком сложном состоянии, в котором сейчас вот под тяжелым впечатлением находятся сейчас, либо вообще в целом от жизненной ситуации, либо от происходящего, либо кто-то впечатлительный очень, да, какую-то, может быть, вы посоветуете цифровую гигиену, да, так называемую, когда там умышленно удаляют чаты какие-то, удаляются из соцсетей специально на какое-то время, так называют еще цифровым детоксом. Еще что-то вы посоветуете? Можете в лес ходить кому-то, орманлыққа барып, онна кеземеге, яда құрдаштан ғылына бармаға. Эти үч шулай ойлар берегіз бізге. Я думаю, самый действенный метод здесь будет. Одно из первых, это нужно отгородиться. Сначала нужно причину убрать этого депрессивного там состояния. Это вот эта информация, это поток информации, который человек получает. Ему нужно сначала убрать это, то есть исключить это. То есть он удаляет все соцсети, откуда он получает информацию. Конечно, это вызовет у него определенный дискомфорт первое время. То есть первый день он будет чувствовать, как наркоман, что ему что-то не хватает. Но когда он чуть-чуть от этого отвыкнет, у него такое ощущение будет, как будто бы он со своих плеч скинул 100 килограмм, грубо говоря. Первое, отгородиться от этого информационного мусора. Почему? Потому что даже если он будет знать, что все, что происходит в этом мире, и будет знать, как прямо это происходит, это не поменяет положение в этом мире и вокруг него. Он должен быть убежден в этом, что это ничего не меняет. Он не является президентом какой-то страны, там, я не знаю. Да, он обычный человек, который ходит на работу, кормит свою семью, там, воспитывает детей. Да? Первое, отгородиться от информационного мусора. Второе, это занять себя чем-нибудь. Занять себя чем-нибудь обязательно.
Если этот человек не работает, пусть выходит на работу. Если работы нету, пусть занимается физкультурой, пусть ходит в спортзал, в футбол играет. Обязательно пусть читает книжки. Пусть возьмет какую-нибудь книгу и заменит вот это чтение вот этих смартфонах, заменит какой-нибудь интересной книгой. Пусть больше гуляет на свежем воздухе. Пусть много ходит по родственникам. Если где-то поднимается тема вот эта, пусть он скажет: оставьте, я не хочу про это ничего слышать, как бы, да. Пусть не отграждается от людей. Обязательно, пусть не отграждается от людей. Это побольше общения с людьми. Это свежий воздух, отгородиться от информационного мусора, побольше улыбаться, дышать свежим воздухом и радоваться этой жизнью, которую Аллах Субхану ва Тааля ему сегодня дал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, такой небольшой ключик тоже дал и сказал: пусть человек смотрит на людей положением, которое ниже него. Аллах, сегодня то, что у нас есть, у миллионов людей нет этого всего. Я вам скажу так, я вам приведу статистику, которую я недавно вычитал. В мире после пандемии COVID-19 в каждую минуту, я повторяюсь, во всем мире умирает от голода 11 человек. Это в сутки 16 тысяч человек, там без 200, без 180. Надо думать об этом. И одна из самых тяжелых смертей для человека на самом деле, это умереть от голода. Вот если вы почитаете, как бы, да, хуже практически ничего нету голодной смерти, когда человек умирает от голода. И посмотрите сегодня у нас сегодня есть все. Мы сегодня то, что поели в обед, вечером мы уже дома кушать это не хотим. То есть мы хотим что-то другое. Поэтому нужно смотреть на таких людей, благодарить Аллаха, что Аллах дал нам это. «Валя ин шакартум ля азиданнакум», говорит Аллах. Если вы будете благодарными, то я вам еще увеличу то, что я вам дал. Поэтому вот такие как бы общие инструменты могу как бы такой совет дать, иншаллах, этим людям. Аллах разы болсын. Сіз шулай бізге ойлана. Мен ойлашам көйдегі бізге тыңдайғанлар халі бұл сағат яда соң тыңнажақ адамдар. Біз сала жақпыз біздің каналыбызға телеграм басаларбыз, адамдарда тыңдар, қарар. Пайданы алар деп ойлашаман. Дағы сұраулар жоқ болса, мен сізге тілемеге, Эльмирза ағай, бір екі алғышлар бұл бізге тыңдайғанларға, қарайғанларға, Улубек Айырбеков бермейінсе, біз алғышлан алдында лап ақырыншы сұрау Улубек қачты. Яқшы, Улубек қачты. Bir iki algıçlar beriniz bizge yarayımsa. Столько вещей сказали, как бы, да, и уже даже не знаю, что выделить. Конечно, наверное, еще раз поблагодарю я вас, что вы дали, как бы выбрали именно меня, хоть я не считаю себя самым достойным выйти, как бы здесь разговаривать. И, честно сказать, у меня даже как бы язык не поворачивается иногда говорить, что там я имам и так далее. Честно, как бы это не слова какие-то. На самом деле никогда не считал себя имамом, что даже могу быть имамом, да. Ну, так сегодня пришло, как бы, что я выполняю эти обязательства, так скажем, иншаллах. Есть очень много достойнее, чем я, люди, которые могут это выполнять. Это я говорю не для каких-то слов, а на самом деле, альхамдулилля. Я очень рад, что Аллах дал мне возможность, и не вы это как бы, да, Аллах дал вам такие мысли, что вы позвали меня. И если посредством того, что люди сегодня услышали, в первую очередь я себе пользу возьму. Если хоть один человек из всех этих людей, которые нас слушали, что-то для себя полезное возьмет, альхамдулилля, я считаю, что последний мой час, почти 1,5 часа моей жизни не прошли даром, иншаллах. Хоть один человек, если пользу возьмет. Что остается пожелать всем? Конечно, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приближался, как бы, понимая, что он приближается к своему концу, то есть пророческая миссия, она заканчивалась, ниспослание Корана как бы заканчивалось, он вышел и сделал проповедь.
достоверный хадис, Ибн Сария рассказывает, сделал, говорит, такую проповедь, от которой он говорит, что с наших глаз пошли слезы, а сердца наши устрашились, он говорит. И тогда мы сказали, говорит он, я Расуль Аллах, ты такую проповедь сделал, как будто бы ты прощаешься с нами. То есть, пайхамарыбыз аңлап уже өзі, как бы, да, кетежекни, и булар уже аңлай, как бы, конец близок, да. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал свое васия, то есть, да, свое алгыш, да, как ты говоришь, ну, близкие даже вещи, алгыш, там, пожелания, васия, и сказал, усыкум битакваллах. Я завещаю вам, он сказал, богобоязненность. Поэтому я тоже завещаю, в первую очередь, себе и вам богобоязненность. Богобоязненность – это такое всеобъемлющее слово, которое очень большой смысл, но который можно краткими словами сказать. Богобоязненность – это то, что когда человек выполняет обязательства, которые на него возложил Аллах, обязательства, и оставляет запреты, то, что Аллах ему запретил. То есть придерживаться вот этого принципа в своей жизни. Придерживаться. Богобоязненный человек – это тот, который правдив в своих речах. Богобоязненный человек – это тот, который относится хорошо к мусульманам. Богобоязненный человек – это сердце которого переживает за мусульман. Как наша сестра Саида, пусть Аллах воздастся ей благом. Это же не просто так, как бы, да, она разговаривает и не может сказать это. Это Аллах дал ей это в сердце, да, поставил. Вот такое, пусть Аллах даст нам тоже такое отношение к мусульманам. Хорошее отношение к родителям, хорошее отношение к соседям. То есть это такие, так скажем, топовые качества богобоязненного мусульманина. Я желаю вам, чтобы вы обладали такими качествами, иншаллах. На самом деле этих качеств сегодня нам не хватает, как честность, как взаимное уважение к друг другу, как милосердие к друг другу, как взаимная поддержка. Вот этих качеств сегодня не хватает, честно сказать. Когда ты видишь такого человека, хочется за него держаться, как бы. Я желаю вам, чтобы вы приобретали вот такие качества, иншаллах. Аллах разы болсын, Эльбурза. Бек пайдалы берилиш болду деп ойлашаман мен өзүм. Я тоже надеюсь на это, альхамдулилля, надеюсь на это. Башкаларга да булай бу насихат деп имик болсун саглайшуу биз эткен берилишти. Иншалла жолгарбыз келек жумада 9:30. Аллах буйрса. Иншалла. Көп Алла разы саулык. болсын сизге де. Баракалла. Кечеңиз жакшы болсун. Yaxshi kecheli bo'lay.